Саакашвили ніяк не рухається, не просовується. Если мы будем проводить акции против... Добрий день. Але, наприклад, там же куча... Знаю. Не, ну конкретно, есть что-то конкретно, что вы хотите реализовать? Я так само взял, добился. Не хотели давать. Добился все, что... Працювала комісія, яка по питаннях міграції. Я ще плакатов не писал, думаю, приеду, советуюсь. Молодцы, а он мы Конечно, написали. великий отдых. Ну, это только, один из пунктов. Не, ну, кстати, по поводу этого же документа... Может, уже пора идти в зал? Вы пойдете? Пойду, конечно. А мне Нельзя. Была. Вы думаете, Молодцы. я согласен с вами. Так, что их там началось уже, наверное? 9:30? 9:30. Ну, то идите. Ну вот я говорю, все классно, да? Давайте вместе начнем долбить этот ужон и пытаться с ними разговаривать на эту тему. Или долбить депутатов, пытаться разговаривать. Но давайте организуем такую конкретную рабочую группу и будем долбить. Вот я и вы, давайте будем долбить ужон. Давайте обменяемся контактами. А вы что хотите реализовать? Ми хотім, щоб була прозрistость. Прозрistость і справоздачність наших димсилов. Мою справоздачность? Вот я в списке Латушка первый раз избираюсь. Вы хотите мою справоздачность? Ні, а при чим тут ви? До речі, Павло Павлович там же вхожий у всі кабінети. При чим тут ви? На новогодние ялинки там у президента был, так? Ну, я вот только присоединился к ним, поэтому... Ось, Павло Павлович там новый, для його всі двері очинені. Как вас найти? Де? В Телеграме. Так, а можна запитатися, навіщо ви приєдналися до Латушки? Потому что мне есть ощущение, что они направлены на реализацию конкретных вот вещей. Да? То Наприклад? есть, ну вот, например, недавно я увидел, что они начали общаться с банковскими регуляторами, чтобы решать вот эти вопросы, связанные с открытием счетов, разными документами. Ну, например, вот До речі. есть вот эта вот история с тем, что, ну вот условно, есть у вас, например, у вас закончился белорусский паспорт, но при этом у вас есть, например, вид на жительство. И в этот момент банк, вы уже не можете прийти в польский банк и получить обслуживание, потому что они единственный документ в силу какого-то банковского регулирования, которое они признают только паспорт, да, ну то есть это может быть белорусский паспорт, это может быть документ путешественника. Пробачьте, перебью вас. Эта проблема еще не заявилась ни один день, она уже, и она уже... Ну, Да. мінімум 4 годы, это которая гучить, и уже в Беларуси шмат проблем стикнуться. Я конкретно стикнусь с такой проблемой. Я не маю белорусского паспорта. А вы так кажете, вот мы тут починаем. Я вижу конкретную вещь. Они встречались, и, например, сейчас речь идет о том, что вот этот временный документ, который выдают, когда подаешься на защиту, его уже можно, банки будут признать, ну, уже признают. Вот это вот как бы... Ось завтра уже... Нет, уже вчера. Это уже случилось. Уже есть Я пойду проверю свой банк. Я навіть не веду, что это за документ, разумеется. Я понимаю, но тем не менее... Я сим-карту хотел поменять, оператора заменить, плеер. Я не признаю... Сделайте себе красный паспорт и прекрасно купите сим-карту. Какие? Красный. Польский? Красный белорусский, новый белорусский паспорт. ПП? Да, я покупал сим-карту и регистрировал. Звернуться у консульства? Нет, А як? красный паспорт белорусский. Новый паспорт. Белорусский паспорт лица. Да, чтобы тебя не посадили случайно с кем. А почему нет? Ну а почему нет? Ну, Сувенир будет хоть. Ну а что вас смущает? І смієтеся? А мене ще потім за подроблений документ ще закрили. Ой, это все легенды, которые продвигают непонятные юристы. Почему легенда? Что, вы хотите сказать, что это легальный документ?
он не незаконный. Он не является нарушением чего бы то ни было. Ну, не, если его никому не показывать, то он не Ну, заявляется. почему? Можно пойти, купить сим-карту и вам зарегистрируют. Это документ? Да, я делал. Это Была потребность, и как бы... Здравствуйте. Здравствуйте. Так как мы с вами организуем эту группу, если мы даже Як ви обменяться пропонуєте? контактами не можем? Як ви пропонуєте? Давайте контактами как-то Як ви обменяемся. пропонуєте групу організувати? Ну, я предлагал конкретные вещи. Вот смотрите, Так. мы можем с вами быть не согласны на что угодно, да? Но вот у нас может быть набор... Вот, мы можем быть с вами не согласны по 99% вопросов. Но в одном проценте вопросов у нас может быть с вами какой-то общий интерес. И мне кажется, что вот ключевая вещь, от которой выигрывает Беларусь, это в способности сотрудничать по конкретным вещам, где мы согласны. Если мы согласны и понимаем, что это наш интерес, ну, например, Добре. нам нужно продолбить, чтобы Польша сделала более длинным там, документ путешественника, нам нужно продолбить, чтобы они начали принимать карту побыта в банках. Например, да? Ну, мне нужно вернуться домой, понимаете, как Ну, бы вот вернуться это, домой. а не то, что продолбить. Нет, ну что- вот мы обсуждаем конкретные вещи. Это более стратегическая вещь. Ну, это такая стратегичная, что она нереалистичная просто. Ну, я как раз таки вот я вот считаю, что можно это реализовать там в Так горизонте. нет, то есть, а вы вы не ощущаете, что як люди ставятся до всього гэтага движа, до координаційної ради? Той же самый, вы кажете там, той же самый, вы кажете, Латушка, да? Служил 25 годов чиновнику Лукашенко. Тот же Кулешов зараз шел. Тоже был в БРСМ. То бок, і гэтыя люди, откуда они вогуле з'явилися? Вот, наприклад, чому яны повинны представлять белорусов? Я, наприклад, их не ведаю и ніколи не ведал. Проголосуйте за другого. Как проголосуете? Ну, вот выдвигаетесь. Подождите, а вы ведаете, что вы не сможете проверить механизм выборов Павла Либера? Вы не проверите, как кто проголосовал? А вы пробовали? Да, мне сказали, что там все будет четко, все мы посчитаем. Конечно, я пробовал, я задавал пытания. Это непроверяемая речь. Ну, вы что хотите проверить? Код его приложения? Я просто... Аудит вы провести? Я хочу вам сказать, что это неконтролируемый процесс. Вы кажете, голосуй. Так у Лукашенко тоже голосуй. Не, подождите. Ну, что вы Сталина конкретно выборы. пытались И у сделать? Сталина Что голосуй. вы конкретно пытались сделать? Вы бы хотели проверить код его приложения, как организовано? Я вам запытался, накольки эти люди легальны. Вы кажете, проголосуй. Как я проголосую? Я проголосую, и что? Я уверен, что этот голос будет учтен. А я не уверен. А вы попробуйте в следующий раз, через 2 года, Я не собрать свою фракцию и выдвинуться. И за вас проголосуют. я не хочу в этом вообще принимать удел, разумеете? Я уже был в координационной раде. Вы идете во фракцию, которая провела Мельникову, опозорились на всю страну. Ну, и Я не было, не знаю, я с ней не знаком. не было никаких слухов о нем. Ну, Я с ней не знаком. Ви ж прийшли Я прийшов, фракції Латушки з нами розмовляти. Нет, я не от фракции Латушки, я как Дмитрий пришел просто. с Я Карпушонок просто сказал, что скандал там был. я присоединился к ним, и я А що вышел ви лічите? Які там основи по Мельниковій повинні бути? А? Ні. Нормальний політик, Що ти з ним отказний. ругаєшся? Просто Я повинен все, сказати, пробачте, это мой косяк, Нет. мы не доглядели. Ну, это... нет, слушайте, это не перший, это ж не перший раз. Слушайте, каждый должен сделать то, что он считает нужным сделать. Ну, Я считаю, я могу считать, что вы... Это такая пляма. Так а что вы сделаете Это ось такая реально? пляма Что вы можете зробить? Что я могу сделать? Да, ну что вы можете зробить? Ой, слушайте, у меня есть набор идей, которые я продвигаю, и которые я хочу У меня реализовать. тоже был набор идей, которые я продвигал. И что? Но они не реализованы, и мои пока не реализованы. Ну, так нет, так тот, как- кто первый реализует, то... А як вы их реализуете? Яким механизмом? Механизм? Ну. Конечно, контроль над, я не знаю, внешним периметром страны. А як його досягнуть? Ну, это набор сложных идей, Ну, которые как- экономические, конкретные. А як вони реалізуються? Слушайте, понимаете, у нас с вами сейчас нету базовой вещи в этом разговоре. У нас нету доверия друг к другу. Вы не доверяете мне, я не доверяю вам. Чего Ну, вы взяли? а с чего вы взяли? Я что вам вам- доверяю. 100%. Я, например. Ну, я так не думаю. Чего Потому вы? что, потому что вы... Я просто задаю питание. Нет, потому что вы же предъявляете мне претензии по вопросам, Не, к которым я не имею отношения. я А запутываю. что говорите с Мельниковым? Документы Хорошо. Вам показал Павлов
co przeszli, żebyśmy dokumenty prosili. Tych uczestników. Tych panów? Tak, tak, no tych, co doszli teraz. 3 osoby doszły. Ten? No, tak, tak, no. Żeby dokumenty Tak, tak, pokazali? tak, tak, tak. Gdzie Do, on- do ty- dokumenty. To jest uczestnikiem zgromadzenia, nie? Tak, albo tu mamy takie polecenia z góry, żeby mamy uczestników. Nie? Służba ochrony państwa. А, ти учасник згромадження? Учасник згромадження? Дай-ка, будь ласка, ten. Просто повинен соести и все после того. Ну, я понимаю, ваша основная цель, чтобы вообще ничего не происходило. А что происходит? А что вообще происходит? Вот скажите, что происходит? Что происходит? То, что показывают, как они ездят по этим, по... в инстаграмах фоткаются, Ну, что происходит? Нет, смотрите, если вы не понимаете, что... Не-не-не, давайте не понимаем. Что нам надо понимать? Если вы не понимаете простой базовые вещи, что влияние белорусов и возможность решать конкретные вопросы, которые вас интересуют, они зависят от того, насколько мы заметны для политического класса в Польше, в Германии, в Испании, во Франции. И если вы работаете на разрушение коллективных представительских органов, то вы фактически работаете за то, чтобы голос белорусов не был слышен. Пытание и критика – это разрушение. М, Пытание – это просто Если... пытание людей. Не, есть... Что значит, вот Смотрите, вы говорите е- разрушение, что значит разрушение? Вот Смотрите, скажите. смотрите. Дмитрий, вы сказали разрушение. Что значит разрушение? Вы говорите, мы работаем на разрушение. Вот обоснуйте. Як мы работаем на разрушение коллективного представительства белорусов? Когда вы мне говорите о том, что только потому, что человек совершил ошибку, он должен сразу подать в отставку, я не считаю, что масштаб таких ошибок требует отставки. Так это разрушение коллективного представительства? Естественно, вы подрываете доверие Почему? в тех местах, А он не которые... подрывает, вітаю. Дякую за рекламу, Анатолий Ну, Михайлович. хорошо. Еще не проглядел все ролики, напишу отказ. Хорошо, бо хорошо. шкода, что ты свой потенциал тратишь на обливание брудом. А яким брудом? Ну, мне, А например. каким брудом? Чекайте, а яким брудом? Добре, я тебе отпишу публичный отказ, чтобы не было транс... Я вам написал на фундацию, на ЦБС два Ну, запыта. это ты ж меня поставил на этот постер, я тебе напишу отказ. Окей, окей. Все. Окей, дякую, дякую. Ну вот говорю, давайте делать... Мы можем с вами быть не согласны в 99% вещах. Но давайте в том 1%, в чем мы согласны и в чем у нас общий интерес, давайте делать что-то. Так а что делать? Вот мы обсуждаем Ну, конкретно. давай, так я уже запытал, что... Так как мы обменяемся с вами Что контактами? будем робить? Так давайте организуем встречу, давайте обменяемся контактами, сядем, поговорим и начнем делать. Но мне не вельмі... Я просунув Вы хотите обменяться контактами? Не вельмі шмат часу. Я ж не зразумеў, што Так я вам- сустракацца Ты сама как я с ним разговаривал? Сустракацца... То есть вы не хотите общаться с ним? А? Приятно было познакомиться. Ага. Это ж снимал тут тебя? А? Я смотрел, все в кадре было. А он был тут чел? А, вот тот? Бля! Я не понял, зачем. Сябры подходил Анатоль Михновец с ЦБС, вот, сказал, что подякував мне, что я его рекламую, что снял про его кино, сказал, что откажа на все мои питання, не трапив ён у кадра, на жаль. Ось. Ну. Так, всем прывітанне, паважаныя сябры. Напишите, калі ласка, як гук. Мы знаходзімся зараз на з'ездзе, на канферэнцыі беларусаў света в отеле Sound Grand Hotel. Вось. Вот. Там зараз ідзе рэгістрацыя. Меня зарэгістравалі. Але толькі учора пасля обеда. Калі мяне прызначылі гэтым, не прызначылі, а я взяў на сябе то, што я кіраўнік сённяшняга зграмadzення. Так, вось там нас паліцыя правярае. Вось. Ну і чакаем. Что там, у Гены все в порядку? Я что-то с твоим сябром там конфликтую. Ну. А что у тебя с Геной, я не понял? Что у тебя с Геной? Нет, я все, вот начал. Ладно, все тогда, потом. Меня же зарегистрировали. Слухай, Микола, а что вот ты скажешь на конт гэтага з метра? Что он тут нам тлумачыў? Я что скажу? Ну вось да, вось ён же кажа такі, а? Пустое. Да, абсолютно, ну, Пустое. абсолютно. Словом, балабол.
Так, дай-ка я разверну плакат. человека, годно. Сейчас я Я при... ничего не ведаю, я ни за что не отказываю. Ну, типа, и ни за что. Бачите меня в этом? Вот, сябры, плакат, который я принес. Если будут там пытаться запытывать, там, мы уже полицейским расповели, чего мы пришли, расповели про наши СМИ. Ось. Ну, короче, до 11:30 мы тут будем. Буде акция. Так что наживо с нами. Так, ну что, Серега, может поразмовляем с тобой покуль что? Зараз я хочу свой стрим запустить. Тут Сергей Коршунов запускає свій стрим. Там, усім привітання. Так, чутно добре. Окей. 41 чоловік нас глядить. Америка не спить так само. Ну. Ось. Опа. Ну а по кругу походить. Ну как у нас будет история? Когда будет ходить? А не знаю, я не ведаю, разложим. Так, ну нас покуль что мало. Мы там давали рекламу, как люди приходили. Ось. Нас покуль что мало. Ось, если маете жадание, ну, в принципе, что тут? Засталося 1,5 години. Ось. Слабый свет. Еду по Нидерландам, окей. Вам-то хорошо. В основном это те, кто Ома. даже не знаю, как называется, пускай будет. Так, я ось не знаю, идти мне на конференцию, идти. Ні, вони мене зареєстрували, але мені до 11:30 треба бути тут, на вулиці. Ось. Ну, покуль що більше нікого нема. Подошла одна женщина, оставила нам тут сумку. Мы находимся на краю города, я вам зараз покажу. Зараз я вам покажу. Так, это... Ось, глядите, бачите, тут не жили... Ну, мусить, тут есть некие доми, але это ускрай города. Ось, Новотель. Отель Новотель. А ось іде Роза Турарбекова за спиною Коршуна. Ось переходять вони дорогу з Терешковичем. Ось, ну нормальне свято сьогодні буде у їх. Ось. Ведаєте, я вчора глядів, значить, заходив на сайт Тихановской, ось, і там висить гэтая реклама, что будзе мерапрыемства. І ось я гляжу, да, ось на гэтыя твары, да, не ведаю гэтага хлопца Віталя, да, ну вот там сидит Красулин, Будкин, Алина Ковшик, все, карацей, самые такие белорусские белорусы, да, и звернул увагу, что сайт на расійскай мове адчыняецца Тихановской. Заўсёды на расійскай мове адчыняецца. Я-то не супраць расійскай мовы, но калі это прадстаўнікі беларускага народа, то думаю, што трэба, каб было на мове беларускай. Ну, пакуль што нічога не адбываецца, сябра. Я тут фіксуем, стаім. Ну, што тут фіксаваць? Вось, вам сказаў ужо, што падыходзіў да мяне Анатоль, там ёсць наша размова з ім, но не папаў ён у кадр. Анатоль Міхнавец сказаў, што ён мне публічна адкажа. Ось, ну, магчыма, тады што ну, мы дамовімся з ім на інтэрв'ю. Ось. Потым даў мне добро на інтэрв'ю Ігор Кулей. Ось, так само з ним поразмаўляем на канале. День добрый. Да, берите.
Ось тут. Не ведаю, колькі прыйдзе людзей, сябры, не ведаю. Но каму гэта цікава. Все ўжо займаюцца сваім жыццём. Неаднойчы гэта мы абмяркоўвалі. Трэба ісці. Трэба ісці. А? Хай еще кто выйдет, еще поговорим. Да, они так. Рядом со мной мой друг Сережа Штрухин, так само ведет прямой стрим на канале Народный репортер. Поэтому, кто не знает, можете параллельно с каналом Небеглый смотреть. День добрый. А, что вы не сказали? Ну що я буду кричати? Ну, это... Став так, як Куди? збоку. Тутай. Ну, так. Ні, ну тебе наперед не треба. Да, у лінійку. Так. Ходи. Вот моя дороженькая. Так, ну что, уже подтягиваются. Алена Янушкевич подошла. Янушковська. О, Янушковская. Да. У меня просто был сябра Янушкевич, и, ну, и мы с ним так это... Янушковская. Начинается эфир. Да. Без всяких фондов, просто был клич среди нормальных, модных белорусов. И в целом собрали буквально за 3 дня, да? Потом уже Ось сябри, приїхав Павел Латушка. Зараз буде виходити. Ні, поїхав далі. Неравнодушные белорусы, вы это могли видеть на канале Небеглый, мы эту тему озвучивали. Что Вам якушики привіт передаюсь. неравнодушные Им так белорусы, само. Вам так само, Оксана, привітання. которые собрали деньги на лечение. Просто простые ребята, которые действительно работают, ходят на работу. Вот Ну. и серый кардинал подтянулся. Павел Латушка приїхав. Со своей свитой. Ні, він же один, без світи, що ти там? Вот. Посмотрим, что он будет, как говорится, как говорят в зоне, зачесывать. Що? Морду я наел. Ну. Вот, друзья. Так. Пишите свои вопросики, если у кого что-то интересует, как, что здесь происходит. Будем отвечать на них. Так. Ира, а как тут 53. камеру, чтобы она пошла с другой стороны? На что нужно нажать? Подожди. Это ты где-то в стриме видишь? что? Стойка. В ТикТоке. Нет, это не то. Не ведаю. Вообще, что за фигня? Переключить камеру. А, на это самое. Так. Вот там стоит этот дипломат с Аргентины, блин, забываю, как его зовут. Вітання. Самое годное, самое-самое. Вот с такими... Ну как, ладно, что ты. Как есть, как есть. Здорово. Я всю чумом на одном поле встретился, а даже сопишь. Чего? Ты, Он белорусскую мову не всю белорусскую спортивную. слухай, давай на этом, тут ничего не роби на акции. Потом, окей? Ну, блядь, ну ты сказали, что я за акцию. На меня записана акция. Ну тогда я начну, это карабистская рожа. Я не знаю, что он творит, блядь. А когда мы рано, блядь, паскуем по-русски. Что там не пустил? Не, давай потом. Зараз не треба. Ну, нахуя? Ты видишь, что он вытворяет? Ну, Что он выкидывает всякую херню, блядь, там, кругом. Не зараз. Окей?
Разумею, что Да. отбывается. Да. Счастье, никому парням счастье. А сейчас. Авось пивной барон стоит. Слушай, разверни плакат, покажи. А? Я вам ехал на подготовленный, а мой друг приехал с Ростова. Просто один плакат. Ну. Мы не против. Здравствуйте. Мы не против. Мы только за. Мы только за. Но все должно быть честно, прозрачно. Скажите, пожалуйста, как вам можно в бар на пиво прийти? Где у вас бар? Что? Класс! Супер просто! Культура прям пиво. Вот, сябры, глядите, спросил у этого пивного барона Федора Павлюченко, как проехать к нему в бар, попить пивка. А он говорит, иди пошел нахуй. Понимаете? Ну, сябры. Культура. Ну, Это культура. Культура наших белорусов. а цікаво, здоров, блин, я пробачте, не отказал. А? Слухайте, а чутно було, як він сказав ціні, ось мене цікавить? Нет, слышно было. Да? Да. Было слышно. Вот такие вот люди, это наши представники. Уявляете себе? Ну да. Я не згодний, как они меня проставляли. Они нас не представляют, и они на нас заробляют. Друзья, может, а сколько начало конференции, Сереж? Наверное, в 10. Кто-то может зайти, смотреть, сколько там зрителей. Я пойду зарегистрируюсь туда. Ты думаешь, отнимается? А меня ж они одобрили. Да ладно. Да. Надо одобрение, Мне, да, мне одобрили. Конечно, регистрация. Так, Кому? ну, Отдай все, кому. на, подержите. Вы можете что-нибудь говорить в микрофон. Серега, то есть если я пойду, меня там скажут, иди нафиг. Ну я же зарегистрировался. Я же зарегистрировался на этом, на сайте. Я у так них. вот просто узнав об этом, не могу туда прийти. Я думаю, что нет. Ну чем они отличаются от этого усатого барана? Ну, чому? Побудували систему, таку ж, як у Білорусі, 2.0. Тому що хто тут? Якби були у Двокості чиновники, були силовики у Двокості так само. І вони тут що роблять? Представляють інтерес. Реєструватися? Чому? Так кого тут вести? Ні, Матолька, наскільки Ну, я слухайте, пам'ятаю, зараз він цим людям вибачився можемо і вести про це сказав, що порозмовляти. це, ну, якби, його вина, ну, але, ну, що до цього? Ой, нас Нічого. мало. Люди до Ні, сей там пори... шмат людей. Шмат людей в клейке стоїть. Як там кажуть, безнаказанность порождает вседозволенность, да? Так говорят. Балаган просто настолько по барабану. Ну что, Сергей, зарегистрировались? Всё? Там велика клейка, я Людям надо вирішив. как-то жить, надо выживать. А до якого часу вони реєструються? Плакать. Ну, ще реєструюсь. На чьих-то деньгах, не по барабану. Ну там їх шмат. И многие из них... Шмат присутні? Да, людей шмат там. А за какие заслуги вопрос? Ну добре. Уже 10 лет Хай буде шмат, ми поглядим на їх. плачу налоги в бюджет и все. Я, супруга моя, 3 дети уже работают. А я еще и гражданство мне еще далеко. Они тут получали многие уже Утримай. паспорта и... Мої окуляри. Нічого себе. Це мої. Что там, надо было еще регистрироваться, да? Так Да. не пустят? Так я же представитель самый, что ни на есть белорусского народа. Не, ну Белорусов там и надо белорусов регистрироваться. А вы регистрировались? нету. Ну, в смысле, в интернете не регистрировали? И хотели так пройти, так? Я не хочу пройти. А, не хотели. Я с Паркер вышел. А, Я не ожидаю там
бездельничать в этой групповке махляров. Да кого? З ким там розмовляти? Ну, нема з ким розмовляти. Ну, яны ж... Як некоторые сказали, нам бы позвать сведок, каб яна до нас тут вийшла. До кого вийш? Хто яна ёсць? До кого вийсти? Ее До каденция нас, закончилась. до тих сумленних білорусів, які тут зібралися? Ну, що їм тут потрібно? Ну, бачите, нас мало тут собралося. Ну, зібралося мало. Це показує, які відносини білорусів до всього, то, що відбувається. Хочуть білоруси так жити, хай живуть. Ну, так ее ж каденция закончилась. Ось Что будучи, она- ось махляри, Ну, что она? там на місці. Що вирішать, то і буде. Что она сделала за эти 5 лет? Ничего. Ну все, до свидания. Одно питання до їх, коли поїдемо до хати. І я думаю, що їх це питання не цікавить. Николи. І ось эта присутність людей, яка тут супроть цього всього, вона показує, що білорусам так само. Ну так. Ні, ну просто, по-перше, поздно викинули вчора об'явку. Ну, гэта спеціально робилося, щоб Ну. так і було. Им невыгодно ехать до дома. Поэтому им не это самое. Они сидели тут, сидят и будут сидеть. А зачем? В Беларуси, если что-то не поменяется, то что? Во-первых, их уже мало кто выберет. Ни в парламент, ни в руководство, никуда. А что они умеют делать? Они ничего не умеют делать. На завод идти? Они не пойдут на завод. Они не умеют этого Ні, делать. вони здивлені, коли люди, які приїхали сюди, працюють. Вони здивлені цьому. Як так? Ну. Вони вже дійшли до тої грані, коли вони не розуміють, що таке працювати і заробляти гроші, а що таке отримувати просто гроші. І вони лічать, що це так і потрібно. Ну, естественно. Ну, казати можна вельми довго, але вже не хочеться. Ну, давайте. Сейчас попросим Диму. Дима, попробуй тебя пригласить. Если получится. Дима, слышно? А? Слышу тебя прекрасно. Слышно, видно хорошо. Как дела, Дима? Вот. Правда, людей не так шмат. С нами на связи Дмитрий. Правда, фамилию могу сказать. Скиндерев или Скиндерей? Как правильно? Скиндерев. Так, Скиндерев. вот, Дима сейчас с нами на связи. Сережа, тебе привет. Да, привет, Дима, привет. Сейчас покажу тебе нашу несломленную активистку. Так, ну хто там? Хто? Тут уже ніхто ні до кого не приєднається, Вадим. Тут Посоветовались Литвы? Не. Ну, в принципе, если такие есть нарративы, то, наверное, да. Потому что к нам уже полицейские подходили. так, сябры, ну что вам розповісти? Учора быў я у гэтым атрымаў паведамлення пра дэлегатку спіса нумар 2, там дзе лідар спісу Юрай Зінковіч, пра спадарыню шырокую. Вось, я так падумаў, што можа накідваюць, взяў ёй, напісаў у прыват, кажу, это ваша ці падробка, хаця адчуваў, што гэта яе. Да, кажа, моя. Вось. Ну і калі будзеце ў мяне пытацца, за каго я буду галасаваць у координацыйную раду, то, канешне, за беларусов действия, за групу номер 2, там дзе ёсць Інна Шырокая. Дарэчы, зараз у Кошунова спросім. Тут Кошунов стаіць, я у него зараз запытаюся наконт гэтага. Ну, как бы, я-то не супраць ню, не супраць, ну, только всяму свое место павінна быць. Ось, а не так, як.
жить припеваючи. Деньги промыть. Я просто смотрю иногда на... Деньги помыть, да, не могу. Даже если Всем брать- стоят европейские демократы. Неужто вы не понимаете? Стоят европейские демократии. Им выгодно откатывать деньги. Через это бледоту... Моя жена не может. Ничего, нормально, что я так матом? Нормально ему, там чел просто открытым как текстом бы- нахуй послал. А, ну нормально. Серега. Им выгодно через этих мразей отмывать деньги. А то, что есть белорусы, Беларусь и национальная идея, им все это дело насрать. Все касается вопроса денег. Единственное, наверное, больше... И вот это вот то, что у нас получилось, вот это показатель, там 10 человек, показатель этой акции, это сделано так красиво. Я не знаю, кто за этим стоит, сука, но кто-то стоит, и разберемся, кто стоит. Что та масса против вот этой массы, это показатель, кто против вот этой хуйни всей выступает. Вот 10 человек, нахуй, их там 50. Нормальный да. показатель? Нормальный показатель, блядь. Им будет чем крыть. А еще, сука, кто-то ж там находится. Халявный Из тех день, людей, да. которые якобы хотят быть на этой стороне. Халявщики везде были. Пошли есть и были. падать на колени, как овцы. Перед кем? Ну как перед кем, блядь? Перед царем, ёпта. Пускай, сука, еще челобитную В подадут. том-то все дело. Вообще, как я вчера на Фейсбуке комментарий написал, что, наверное, это самое... Подшопут, наверное, единственный и самый большой патриот Беларуси, потому что он первое, что он задал, какой вопрос задал Туску, когда я могу вернуться обратно. Никто из тех, кого вывезли, никто не задавал таких вопросов. Никто. Подшопут задал сразу. Первый вопрос Туску задал, когда я могу вернуться обратно в Беларусь. Этой блюдоте же, блин, задавали питание, коли мы вернемся до хаты. Ни разу не тримали. Потому что так все было уставлено, установлено и все. Те же там все эти лебедьки и все остальное. Что они сделали за 26 лет? По факту, что они сделали? Ничего. Они только выходили во время таких вот серьезных каких-то, допустим, действий в Беларуси, получали палкой по спине, на 15 суток садились, потом ехали опять в Брюссель или еще куда-нибудь, допустим, брали деньги и все. А зачем? Зачем им что-то менять? Им хорошо. Не надо не работать, ничего. Вообще ничего не надо делать. И жить хорошо. В отличие от всех остальных 9 там, с копейками миллионов белорусов, которым просто-напросто нужно было выживать. И до сих пор нужно выживать. За копейки, за эти, скажем так, жить и бояться слова сказать. А ничего, они там конституции какие-то типа пишут, там еще что-то делают. А бы только гроши платили и все. Поэтому я говорю, им невыгодна смена власти в Беларуси и, скажем так, наведение порядка в Беларуси, потому что они тогда останутся у разбитого корыта, их никто не будет спонсировать. Вот Они и все. созданы по образу и подобию той структуры, которая... Совершенно верно. Тоже все это понимают. Ну, и все они, как ни странно, в большинстве своем, помимо Это того, не что... офис Тихановского, это офис Ты Лукашенко. знаешь ось гэтую женщину? Какую? Ось гэтую. Инна Широкая. Она с твоего списка. Да, знаю. Ну, короче, видишь, вчера мне заспамили, прислали там ее нюшки. Ось. Ну, я просто кажу все про те, що вона йде в списі там, де, ну, вогулі, в яким би списі вона не йшла, це не відповідає, якби там, да? Ну, нормальним політичним этим. А так вона ще йде у списі полізневоленої, там, де полізневоленої одні. Так она сидела. А? Она сидела. Не, ну так я понимаю. Ну, сидела, вот, видишь. Я кажу, голосуйте все за спис номер 2, потому что это белорусы деяния, бачишь? Ну, сопли жевать не будут. Нет, ну это белорусы деяния, это номер 8. Ну, мне так прислали, короче. Это не я делал. Это не я делал. Ладно. Не то, что место. Сейчас я... День. Подожди, не Маюшка. выключайся, что перед- Многие белорусы уже, в принципе, Ну ладно, я потом частично тебя посмотрю, полячились, хорошо. они точно так же уже уехали куда-то на Маюшку. Может быть, и больше было бы людей, но... Что вы хотите? Они уже знищили протестную Не настрой. в этом дело, просто И это была Бел- так само их Белору- задача. Белорусы на сегодняшний день просто уже больше, скажем так, отошли от этого всего. Они просто живут повседневной жизнью. Конечно. Они тяжело работают, поэтому тут выпал, допустим, долгий уикенд, и просто собрались, уехали отдыхать.
имеют на это полное моральное право. Глядять, що їм Ну. тільки використовують, нічого не відбувається. Имеют на это полное Ніякої моральное право. допомоги, ніяких рухів нема у сторону ніякого визволення Білорусі, нічого. Все знищено просто. Это, пам'ятаєте, 21 год. Люди самі робили розслідування, виходили під ці організації, які гандливали з Лукашенко. Но все это знищили, все это прибрали, все. Проекты покрали людей. Ну и люди сказали, нам это не цікаво, до свидос, мы будем жить, просто жить. И то не важно, сколько нас тут, главное, что Да потому что суть в том, что вот что они делают. Они же ничего не делают. Белорусам по факту в Польше на сегодняшний день начинает становиться все хуже и хуже жить. Ну, Света приехала в Польшу, и все, и Ну, начинается. и что они делают? Они ничего не делают. Они решили вопрос, допустим, с этими самыми, с документом подружным. Привітання. Я хотіла уточнити, а до якої години ви збираєтесь подавати, коли Не-не-не, до 11:30. сколько? До 11:30. Я так само думал, что да. до 11:30? Ну, у нас просто оператор буде тільки 10 годин. Я дайте, что мы скажем. Идите вы Можна, що лесом. хочете сказати, то і скажіть. Дякую. Разом с Белсатом. Я говорю, то есть, допустим, что, решили вопрос с документом подружным, уже проблема есть, и с каждым днем эта проблема все больше и больше людей, белорусов, с ней сталкивается. А на сколько его дают? На год. Хорошо, допустим, у меня получилось его документ этот за 2 недели получить, а кто-то месяцами его ждет, а он только год действителен. И дальше что? Они решили вопрос, чтобы его сделали хотя бы на 3 года. Фиг с ним, пусть он будет платный. Белорус не бедный человек, 2 месяца заплатит. 2 месяца получения документа подружи с момента Минимум. подачи. В некоторых местах. С момента подачи у тебя дата Да, действительности да, важности. совершенно верно. Итого его 8 месяцев. И 2 Совершенно месяца верно. опять на получение. Я говорю, 8 месяцев действия документа. Разумеется, претензий нема, але кому их предъявлять? Ну, они же кричат, они наши чиновникам Лукашенко представители. и ментам? Они же кричат, ну что они что вы, наши ну, представители, серьезно так не пускай треба решают этот вопрос, но пускай решают. Они же Чему Sorry. они решают, их гнать треба, 13 января они были на просят каком-то... гроши и все. Я говорю, 13 января они присутствовали, скажем так, на импрезе у президента Польши. Тяжело было эти вопросы порешать как-то? Не, это написано, что я нас устрелась, а что они там зробили, это просто Можно водки. было, можно Они, было. они выражают озабоченность или Павел Павлович, глубокую вакуумируйся двери, озабоченность. и ніякого А питання. зачем? А зачем? А зачем? Вопрос, зачем? Ну. Вопрос, зачем? Ну это нафиг не надо. Что, их беспокоит жизнь обычных белорусов? Совершенно. Вот, допустим, вот у меня всегда возникает такой вопрос по поводу АПО, да, который выделяли деньги на развитие бизнеса, Матиевская. да, на развитие бизнеса. Вот я, допустим, понимаю, развитие бизнеса это, вот, допустим, у тебя есть пекарня. Так, ты Вход пишешь, в АБУ 100 евро. так, Вход в АБУ 100 евро. И каждый месяц 100 евро. Будь так, ласка, у кого-то есть пекарня. вынь да положь. Он составляет бизнес-план на расширение производства. Так? При этом он говорит, я расширяю производство и беру на работу 10 белорусов. Дайте мне, допустим, 30 тысяч злотых на расширение производства. Ему выделяют деньги, он расширяется, берет на работу 10 белорусов. У второго есть, скажем, автосервис. Он говорит, я готов поставить еще 2 подъемника, купить еще 1 гараж, чтобы расшириться, и возьму на работу еще 20 белорусов. Мне надо 50 тысяч злотых на расширение. Вот так вот работает поддержка бизнеса. Должна работать. Должна работать. Должна Совершенно верно. работать Должна поддержка работать. бизнеса. А по Вот, факту, а по факту, то есть, как они выразились, мы дали деньги на развитие IT-технологий. Так елки-моталки, что тут? Все айтишники, которые сюда приехали, все айтишники. Да? по Но факту все скажу айтишниками быть в априори не могут. те люди, которые на самом начале, допустим, самые первые волны, когда беженцев пошли, потому что я из Белой Подляски, все это через нас проходило. Те люди, с кем, допустим, приходилось знакомиться, там приезжали с Варшавы, откуда угодно, белорусы, они были простыми работниками, как и я.
Но где-то там приклеились к одному фондику, к другому, к третьему на сегодняшний день. У одного там несколько, допустим, автосервисов, у другого несколько автошкол, там еще что-то, еще. Подождите, господа, а откуда? То есть это так на помощи белорусам можно разбогатеть? Можно. Можно. Что, Оказывается, так можно было, оказывается? Оказывается, можно. Но, то есть, господа, я считаю так, допустим, либо мы помогаем, либо просто делаем бизнес. Третьего не дано, что типа, вот мы будем помогать, но на этом еще заработаем. Я не понимаю такой помощи, на которой можно еще зарабатывать. Я ничего не имею против, да, может быть, партизанты там что-то делают. Изначально они начинали, допустим, в чате белорусские беженцы Польши. Все это делалось бесплатно. Почему сейчас это все только за деньги? Им дай только денег. Но им гранты дай, это дай. А без этого никак нельзя. Почему я, допустим, извините, согласен, я пытаюсь, помогаю людям, чем могу. Но когда нас будет, допустим, не я один, а когда нас будет там несколько тысяч таких помощников, то мы сможем помочь друг другу без проблем. На тут вот им деньги только давай, деньги, и потом начинается, смотришь там один бизнесмен офигенный, второй бизнесмен офигенный. Ребята, если вы хотите помогать только для того, чтобы заработать, не, идите вы стороной просто. Да, Но. тот же самый Сахайщик, у которого строительный бизнес в Варшаве. Откуда комбриг ВДВ 38-й бригады смог так раскрутиться, так, что стал владельцем заводов, газет, пароходов? Но, а сейчас еще и какую-то там российскую компанию в Бельгии выкупает. Да. Побудував будинок ФСБ у Калининграді. Можно? Оказывается, так тоже можно. Оказывается, я говорю, и на помощи белорусам можно сделать неплохое состояние и, как говорится, и будущее создать самим себе и своим Смотри, детям. нам сегодня прислали сообщение такое. Могла ли Тихановская, так, будучи еще советской девочкой, так, себе представить, что к 45 годам она будет кататься по миру, рассказывая сказки Венского леса и при этом жить на широкую ногу. И казать, что она представница Беларуси. И казать, что она представница Да, Беларуси. я говорю, что она представительница Беларуси. Что, хулиганы? И нормально просто задать вопрос на сегодняшний день, где ее муж, где ее дети. Муж Где тот, который кричал, что дайте мне 200 тысяч, я расшатаю режим? Да, Где? за- Расшатает? Где? А там В он этих эти тоже Соединенных блогеры, Штатах? Он блогер, нет? Или не блогер? Я не знаю. Да, Тань. Так а что туда? Вот прямо Ну, может, напротив нас входа. зарегистрировали, что мы здесь стоим? Я туда не пойду. Вот зарегистрировали? Не, подожди, Я не знаю, что это, раз, два, три, четыре, но около 15. Поэтому здесь вот собрались действительно те, кому не Нет, мне безразлично. интересно просто. Мне не прислали ничего. Я потратил 50 евро, пускай верну. Мне нет ответа. Я Ой, послал Таня, им я так официально, плохо слышу. официально дал запрос, понимаешь? Официально дал запрос, потратил давай. 50 евро. Если меня кто не пускает, Я пускай так вернут деньги. регистрировался, вот А? это, Я послал, Да. у меня нет ответа. Мне надо узнать. Серега зарегался. Ну что, тебе пришло удостоверение, нет? Да. Нужно опошнивать, Подожди, а мне не пришло. Ну, мне пришло, но... Я пойду подаю интересно это. Я так, я так на всякий... Там. Там. не поспеем. Наши самые стойкие девчонки. Вот, как там, вот кому. Да, этой девчонки не побыть. Вот это. Вот это элита. Как говорил один человек, скажем, не очень хороший. Вот это элита. Вот кому не страшно страну передать. Ну, добре, що звук нормуль, бо я так переживаю. Трохи скажу, напевно, трохи по-польську, але нічого. Минуло більше 5 років, як пройшли вибори 2020 року. Ми ще вийшли супроть фальсифікації виборів. Ми ще вийшли супроть безпреділу, який відбувався у Білорусі.
Світлана Тихановская была технічним кандидатом, яка по стратегії Тихановская, її мужа і Статкевича мусила зняти свою кандидатуру перед виборами. Яна гэта не зробила. Что зробила Светлана Тихановская? Светлана Тихановская взяла $15 000 от службы Губопика и поехала в Литву, где добро устроилась, окружила себе прислужниками Лукашенко, былыми чиновниками, может и не былыми, я думаю, что это не былые. Яны атрымліваюць по 30 миллионов евро на помощь белорусам, репрессованным белорусам, пенсионерам, палітвязням. Аднак ніхто гэтых грошай не бачыць. Акрамя, якіх, можа, прыкарытнікаў, якія спяваюць дыфірамбы Тихановскай, каб усё, што яна кажа, якую неправду, каб яе як-то апраўдаць. Яны руйнуюць блогераў, якія кажуць праўду. Яны руйнуюць тых людзей, якія актывісты, якія кажуць праўду. Тое, што тварыцца ў нашым дэмакратычным руху, не дэмакратычны рух, гэта ўжо нейкая дэмакратыя. Не можа быць такога, каб у ЕС создали якісь-то коррупцыйныя схемы через свае фонды прокладки. И я скажу, это просто хищение грошей, это организованная коррупция, и, напевно, Европейский Союз повинен это взять и расследовать. Тихановская не может быть ни лидером, ни президенткой. Президенткой Тихановская не может быть, потому что она не приняла инаугурации. Лидером она не может быть, потому что она здрадила белорусскому народу. Потому что Тихановская взяла $15 000, об чым молчала на протягу 5 годов. И только после того, как відео выложил сам Губопик, яна призналася, что як быццам яе там примусили чи что. Однак Губопик каже, что яна запросила гэтыя грошы и яна ўзяла. То есть за тое, каб здрадзіць беларускаму народу, Тихановская здрадзіла нам усім за $15 000. И зараз атрымлівае мільёны еўра. Зразумела, выходзяць палітвязні. Яны людзі нязломленыя, аднака фізічна людзям вельмі цяжка. І яны не ведаюць, як і што рабіць у чужой краіне. І поэтому, пазнаўшы трохі, што тут робіцца, людзі, асабліва блогеры, такие, як Петрухин, такие, як Сергей, такие, як Вирус, кажуть правду. Однак, як только ты, я тоже кажу правду, однак, як только ты починаешь казать правду, починають на тебе хлусить, що ти якийсь супрацовник КГБ, що ти лукашист. Але насамрэч, напевно, бо гэта кодла Тихановская, яка зараз засідає у конференц-залі і з'являється прислужниками Лукашенки, перехватывають матеріальні ресурси, хлусять Європейському Союзу, що вони змагаються якби супроть лукашизму. Ні, вони, напевно, на боку лукашизму. Я маю право це казати, бо я активістка 2020-го, і не тільки 2020-го, бо я виходила у 2010 році, була незалежним назиральником і добре ведаю, що робиться. Ми повинні спинити цю банду Тихановської і відсторонити її і їхніх усіх прихильників від того, щоб вони не представляли Беларусь, бо насамрэч яны не представляють демократичний рух. Яны демократи. Дякую. 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 Дякую за правду. За правду, яку говорять прості білоруси. Не під ту копірку, яку пропонує Тихановская Беларусь. А це дійсно голос. Короче, непонятно, никто не выходит
никто не выходит никуда, разговаривать никто не Jeszcze хочет. можу трохи добавити. Шмат пенсіонерів, людей пенсійного возрасту опинулося за межою Республіки Білорусь. Це активісти, репресовані активісти, які залишилися без допомоги, які залишилися без пенсії. І ті гроші, які отримує Тихановська, ніколи не дойдуть до нас, бо ці гроші осідають у їхніх глибоких бездомних кишенях. Да, да. Там Юля просит паперу для плаката. Вот это? А, вот. Так, Биарыси. Проблема пенсионеров действительно очень большая. Особенно волнует именно не самих пенсионеров, а людей преклых. Я все забрал. Которых на работу брать уже некуда. Потому что Там что-то они так само. Что? Там что-то будут робить там, показывать. Матулю одного политвязня, которая на предпенсионном возрасте, але ну ось было, что даже нема было чем заплатить за житло. Збирали, опять-таки, збирали усім свято. На працу не берут, потому что возраст не той. Конечно. Людям нема за что жить. Мне, особенно, которые 64 годы. Так, Вот так от польського правительства гроші допомоги йде. А як? За хату заплати, за ліки заплати. Дякую Богу, продуктами ніяк допомагають. Знову наші білоруси, Анітхелп допомагає так само. Ось. Яны нам і там у Білорусі допомагали продуктами, і тут пенсіонерів не кинули. Ось. Так це міжнародний фонд. А не вот эти ось люди, які повинні були зробити системну працю. Все, дякую. Так, ну что, сябры, триваем, стоим далее. Так, тут что-то я не понял. Че за люд бабки получают, что не вижу, что тут написано Невкаменс. Так, сябры, я зарегистрировался, не ведаю, ці пойду я, ці не пойду. Ось. Ну там, короче, цікаво. И мне там, якби, никто не рад. Ну, надо, наверное, будет сходить. Ну, не ведаю я. Що розкажу, великого ожидания нема. Ось. 97 человек нас глядить. Давайте, вон нам кофе Виталий несе. О. Да, дякую. Ну, може, жаншинам дай спочатку? Усім. А, окей. Вибачаюся, що так, не можна взяти. Шукайте, какую взять? Любую, вони всі такі самі. Вибачаюся, що так. Віталь, дякую. І так чуть донес. І Я хотел тебя это попросить, но я просто не хотел тебя, типа, напрягать. Ну куртку эту червоную, тут реально холодно, да? А не, я без супа, дякую. да можна. У мене просто мало рук, і я не змог більше винести. Як я скажу? А зачем? Дякую, Віталь. Всему разом. Ось нам принесли каву, это Виталь, и он бояр. Не ведаю там докладно полка Калиновского ці ні, но он воював в Україні. Зараз он тут. Подається він у, так, не можу сказати докладно у якому блоку, но він член Координаційної ради. Сябры, я розумію, що було б наразі цікавей, коли б я був там у сродку, і ну там я стільки там людей, ось. Но здимати навіть і не ведаю, можна там здимати, не можна. Думаю, що навряд це. Тому що по законам ті, хто орендують, по законам Польщі, ті, хто орендують зал,
яны дыктуюць свае правілы. Вось. І ў мінулы раз, калі мяне не пусцілі, яны забаранілі здымаць. Толькі Белсатам. Вось. Ну, я думаю, бачыце, яны і зараз так зрабілі, што тут ні людзей няма, нікога няма. Гэта сапраўды ўскраек горада. Нейкая промзона, отелі, тут аэропорт, это накірунак аэропорта. Ось, у той бок, это юг Варшавы. Я 3 недели назад отправил заявку. Я вчера был у вас. Взрослые. Пра што, сябры, вам яшчэ раз павесці. 102 чалавекі глядзіць, нічога не адбываецца. Ось моя коробачка з акулярамі. Ну, бачыў я, тут прыехаў Манько. Ось, ну там такі тусач вялікі, там яны што ядуць нешта, не печенькі. Ну і мяснова тоже нічога не бачыў, но шмат там всяго. Приходит, стоим, садишься, это самое страшное, и на фактически там бабуля, и Сколько там людей? Там? Ну, там их значно больше, чем нас. Ну, я думаю, сотня есть. Ну, может и больше. Сотни белорусов мира. Ну, слухай. Ну и что? Ну, сотня есть там, мусить. Ребята, может, кто смотрит трансляцию конференции? Да? Ну, что зробишь? Сережа, ты будешь вести стрим? Нет. Ну, во-первых, нет. Я думаю, короче, я не пытался, но меня зарегистрировали только учора, после обеда. То бок, каб я, ну, может, там не поспел приехать, як. Вось. Я просто только что сказал, что калі той, хто заказвае залу, ён як бы дыктуе типа правілы. І ў минулый раз яны забаранілі прямую трансляцию с этой. Я думаю, тут так само. Ну, помнишь, с той последней встречи, когда мы с тобой были на конференции, это была какая? Тогда яны дозволили. А уже на наступный, когда меня не пустили, яны уже не дозволяли вести прямые трансляции, только Белсатом там этим. На той мы показали, что действительно происходит, что происходит за кадром, и показали правду. И после этого у них изменился регламент. И теперь запускаются только вот эти, покажу вам сейчас плакатики, допускаются только вот такие СМИ на такие мероприятия. Да, сябры, зрабіў я плакат во Вроцлаве, спасибо Митя. Надрукаваў, мне грошаў не взял. Ось, кажа, едь. Я тебя подтрымліваю. Ось. Почакаем, может, что-то будет цікавое. Что, ну, я щиро кажу, не думаю. Тут вам не надо нечто распавядаць, может, задавайте пытанні. Ну, подписывайтесь на мой канал. Люди нас мало тут. Тыя, хто прыйшоў типа на акцию, типа супраць Тихановскай, нас вельмі мало, я вам зараз покажу. Ось, пробачьте. Ось, нас мало. Ось там стоит 3 человека. Там Юра Чудинович что-то. Нас мало. Это так само, как бы, ну, вельмі дрэнна, да, что, ну, з іншага боку, толькі учора нас папярэдзілі, і вось мне кофту несе чалавек. Ось нас тут всяго вось, і 2 жанчынкі. Мало нас, да. Ніхто, ну, нікому гэта не цікава. Нікому не цікава. Шкада, конечно, что тых, хто у зале больше, чым нас у разы. Ось, шкада. Ну, што зробіш? Як ёсць, так ёсць. Мы ж все ж таки асвятляем, як яно ёсць, а не так, як мы хацім гэта бачыць. Ось. Дзякуй вялікі. Сябры, подписывайтесь на телеграм-канал на мой, я там размяшаю даволі шмат матэрыялаў, калі не кручу педалі на ровары. Ось. Філіп Шаўроў добра піша, мне падабаецца. Правда, бываюць яго такія, заносіць яго ось, моцна. Ну, подпишитесь на яго. Цікавы хлопец, цікава піша, прынамсі, вельмі трапна.
Ось. Так само бачив його там і ще один хлопець розповсюджує. Ні, Пилип Шавров. Ось. Да, что ось он, у него хорошие посты, он друкує, печатає такі. Ось. І почему вот відмовився давати інтерв'ю нашим СМІ, вчора було його тут. Ну і тут так само я розмішав на своєму каналі. Тихановская латушку не запросили поляки на вызволение Пашобута. Давай пару слов про меня расскажи, как я там, блядь, меня ебашили, как мне костыли забирали. Рассказывай правду, матушку. Давай, мочи. 17-ки, рассказывай подробнее. Ну вот что тут на минулым тыдні Лиза, бедная Лиза, пам'ятаєте, есть такий твор «Бедная Лиза», зробила коментар, що її долги 12 тисяч. Ну я, ведаете, що можу Лізе пропонувати? Ліза, я вже старий дід, можу тебе пропонувати такое: приїжджай до мене во Вроцлав, там є земелешка, ось, є там где что посеять, ось, интернет заберу у тебе, каб ты в гэтых чаце не писала реформаторы и реформаторки, ось, и каб политику не лезла ни в якую. А что ты там пишешь? Я политику не брошу. Як ты не бросишь политику? Ты это завязывай, то ты там уже наворотила справа. Ось. Ну и там бачив я ще з нашої Ніви, як там її, Настя, это, Настя Ровда расписала там свои приоритеты, что она там любить, не любить, путешествовать любить, на хату не збирає, ну такое. Не ведаю, з якою метою такі публікуються пости. Сергей, кто ей в долг? Ну, она ж там расписывала. Сябры, я ж огучваю не то, что я там мусолю там яе. Я просто показываю людей, які представляють белорусов, да? Я тобі, Сергій, хочу подякувати за твоє розслідування по ЦБС. Вельми була уражена, вельми. И серьезная праца такая, я скажу, что сделана такими, ну, пробач, заробками их, что прямо, ну, дальше некуда. Нам потрібні такі розслідування. Ось так само Олеся Пархоменко з Кіпра так само робить такі серйозні розслідування, і вони нам потрібні. Менавіта я запрошаю, я закликаю всіх білорусів долучатися і робити вот такі речі серйозні, щоб показувати те, що отримується на самі речі, як нас використовують. Ось, тому дякую велике, Сергій, працюй далі. І... Дякую штучної інтелігенції. Ну, так. Це наше все. Яка що вони хочуть, то і кажуть, але ну, це велика допомога нам, іскусственний інтелект у праці у нашій. Осінь – це все. Ну, вірити йому нельга, тому що я його вельми часто перевіряю. Перевіряти, звісно. Звісно. Але як пошуковий некий інструмент, це велика допомога, велика, ось як осінь. І використовувати це вельми корисно. Так. «111 чоловік нас глядить». Ну, так і неблаго для такого стрима. Я думаю, ще долучаться. Люди збиралися ще, ну я не ведаю, а тримається у їх ціні. Я думаю, людям гэта не цікаво. От широ вам кажу. По-перше, месца, бачите, якое выбрано. Месца, якое выбрано на адшибе. Калі б гэта было недзе ў цэнтры, як яны звычайна рабілі, гэта было крышачку інакш. А так нет, что тут? Я скажу, сейчас гуляла то, что апошний момент. А что тут мы увечері дали обвестку, что тут люди могли планировать что-то? Не.
Тому нічого дивного нема, але це не один чоловік, який вийшов на День волі. І пробачте, тут є офіс Тихановської, є Єврокомісія, будинок, де ми можемо завжди зібратися у інший будь-який день, і може нас буде більше тоді. Підрихтуватися більш так. Ну, яны ж увесь час так роблять. Якби спосилаються на причину небезпеки, що типа ми в останній момент відкриваємо, а насамрэч. Але офіс Тихановської, ми ж ведаємо адрес, як і Єврокомісії будинок. Він нікуди не дівається. Це не вихідний день, там можна стояти у будь-який день. Тому підрихтувати серйозну акцію – це потрібний час. А часу у нас амаль що не було. Ну, ось трапний комент от кого это? От Віктора К. Чоловіку у своїм житті конці з концами не може звести, а туди ж у політику лізе. Копість нам одного. Ну, це просто показчик, які люди. І я ось как бы, ну, опошній час увесь час как бы думаю, що хто яны такие, где яны себе зарекомендовали, откуда яны все повылазили, и откуда и представляють нас. А тут ось чоловік, самый перший з нами розмовляв, каже, так іди обирайся. Ну так іди обирайся. По-перше, хто гэта проконтролює, як подлічують голоси, это перше, или это другое. А перше, а этих хто вибрав? Ось этих хто їх обрав? От чого ім'я яны дзейнічаюць, які у їх ввогуле мандат? Вот. Так, Алене, дякую. Простите, я не сначала смотрю, но я что-то не поняла. Человеку надо не от своего лидера требовать результат, не возвращаться домой, а от европейских... Ну, вы, кстати, вот этот первый человек от европейских властей продолбить пребывание за границей. Вот он и сказал, что про документы. Ну, я вам скажу широ, я не так давно в своем эфире сказал, что я буду, значить, ну, нашу розмову про отримання там сталого побуту, да, а потім громадянства. І мені написав у ліжку чоловік, він каже, Серега, ну, патріоти не беруть там громадянство іншої країни. Ну, я скажу щиро, я так особливо не імкнувся, так? Але ось його слово так на мене так повпливали. Ну, как бы я ніколи не імкнувся, там, це громадянство польське, там, просто ось так подумав, коли, наприклад, не вертатися, да, що маловероятно про вертання, то як-то устальовуватися в житті, а тут, ну, може, хто не ведає, короче, якщо ви подалися на міжнародну оборону, ви можете одразу, коли отримали карту побуту, ви можете одразу подаватися на сталий побут у гэты же момент, ось, коли вам істотно бути громадянином Польщі. І потім про 2 роки вже можна буде подаватися на громадянство. Я не подавався і, ну, не ведаю, там, буду, не буду, уже мусить і не буду, що-то я так подумав після этого поста. Ось. Сегодня я стою под забором, понимаете. Я когда был на Дне воли... Так. Привітання усім віртуальне. Офіс недобрий, дискредитує білорусів. Ну, все це вже обговорено. А, я понял, не уподобляйся дедку, я про Лизавету. Не, я ж сразу подкреслил, что я уже старый дед. И, до речі, скажу вам, что, ну, с таких позиций я абсолютно, як кажуть, ладно, не буду казать христианских, хотя это так само, но по житті принципы у меня такие, что я лечу такие сувязи, аморальными. Ось. Я лічу, що коли чоловік, которому дорослий дядька зв'язується з дзяўчынкамі, школьницами, гэта у тым ліку і праяўленне нейкіх комплексаў псіхалагічных, псіхічных, калі і шукаеш партнёрку нероўную сабе. Ось. Так что я... Так, ну что, сколько человек пришло на акцию к зданию? Сейчас скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 11, Серый кот, тебя не хапая. Было
более. Люди просто отошли. Ну, было больше на 2. Вообще долучаться люди. Я... Сделал программу электронную почту свою, понял, свою. Как гугловскую, понимаешь? Ось, я зареєструвався. І ось думаю, істі. Тому що все одно стрим оттуль навряд. І там мені зовсім не ради. Ну, мне как бы с одного боку все равно это. Рады, не рады. Губить час, не губить. Вось, сябры, могу вам параіць, у мінулым відэа я размаўляў там з Мікалаем Тарасенко, і он узгадаў вельмі трапны падкаст па вывучэнню польскай мовы. Я яго праверыў. Вельмі круты подкаст, вельмі хороший у мужика голос у этого пана Пётрыка. Вось, ён ужывае простыя словы збольшага, то бок вельмі слушна. Я, карацей, буду замест Еўрарадыё слухаць пана Пётрыка. І калі вы хочаце палепшыць свой польскую мову, то раю, просто раю яго. Вось. І магу параіць яшчэ школу, дзе я занимаюся зараз. У мяне настаўніца полька. Вось. Хорошая, вельмі прадуктыўнасць яе працаваць, надо где-то водгулка ставіць пра яе. Ось, ну і па цэнніку таксама у параўнанні там з іншымі, дзе я раней быў, то танней у гэтай школе. Ну і вельмі падабаюцца мне заняткі. Я займаюся раз на тыдзень 3 гадзіны. Вось, ну кому можа цікава, то звяртайцеся, я дам адрес. Увесь час яна нешта піша, слово какое-то непонятное, она усе слова дублюе. Ну, піша так лепей візуальней запамінаць. Аб чым ідзе синонімы, антонімы, увесь час працуе. Мне вельмі падабаецца, карацей. Ну, а я лічу, што мову трэба ведаць. Там у той краіне, дзе ты жывеш, трэба ведаць мову абавязкова. І стаўленне да цябе зупэўне іншае у носьбітаў, у грамадзян краіны. Ну, так што так. Так, ну что? Латушка приехал. Нет, вот я покажу, на чем приехал Латушка. Видите, стоит вот Citroёn. Опошний такой. Вот перед полицейскими машинами. Ну, совсем как бы, ну, такие Нет, я думаю, что нельзя. Я не пробовал, но думаю, что нет. Потому что я провожу акцию тут. Мне сказали, чтобы я людям не заминал, чтобы не было никаких скандалов, типа того-сего. Даже не буду пробовать. Да, думаю, что нет. Ну, это не бусик. Это не бусик. Это не бусик. Такой, типа, блин. Есть такие Крайслеры высокие, знаете, вот мне подобаются такие высокие машины, когда заходишь и попу не опускаешь, да, а просто на сиденье на уровне попы, ты просто так чик, и мне подобается, вот в Крайслерах так. Ну да, семейный бусик. Чаму синий он повинен быть? Чаму добра, что не синий? Так. Что хотел узгадать, тут зрабіў яшчэ я про думал, про что вам распавесці. Павел усё васпявае там дыферамбы дзеячам гэтым, ну, про Кабанчука таксама шмат інфармацыі, не ведаю, чаму ён, ну, в смысле ведаю просто, чаму ён так робіць. Ну, меня это как бы вкужает, да, у него же есть сябра Денис Урбанович, вот, который про Кабанчука, и, до речі, есть еще Родион Батулин, который про Кабанчука шмат чаго распавядаў цікавага, вось, и казаць, что это какой-то там, блин, так, как ён кажа, ну, просто зашквар. Пашка, так я тебе любіў, так я тебе верыў. Ну, бачиш, годы, Паша, ідуць годы, і становіцца зразумела, хто почем, за что-то робіць. Я ехал с гэтым, с Миколаем, который был у меня, да, на стриме Тарасенко позавчора.
Мы вчора з ім ехалі ў машыне. Мы зараз з ім разам. Вось, ну я яго спрашиваю: Мікола, а вось ты, калі ты распавядаў, што ты там выходзіў за этими листовки раздруковывал, там в акциях прымал удзел, тебе, кажу, платили грошы? Вось, ён кажа, вообще ніколі. Вось. Ну, а я кажу, ну ты ж зараз же разумееш, што тыя, хто гэтыя мітынгі і імпрэзы арганізоўваў, што яны ж за гэта атрымоўвалі грошы. А ён кажа, што у меня былі такія думкі, что типа, откуда у них такая дорогая полиграфия? Это ж, я ж как бы понимаю, что это ж повинен хтось надрукаваць. Ось. Ну и как бы про что мы там абмяркоўвалі, что ён таксама разумее, што яны выкарыстоўвалі людзей, да, іх таксама пабівалі немножко, да, вось, но яны гэта рабілі за грошы. А астатнія людзі мелі праблемы з працай, мелі праблемы па жизни. Вот. Вось про гэта мы казалі. І я думаю, што упэўнены, што і такой же Паша, і вся гэта, і Паша, дзядкі, там, кабанчукі, все яны... Это вось такая пазіцыя. І за грошы не зробіш. Не зробіш. Трэба, каб гэта было... То бок грошы патрэбны, але калі такія лідары, да, што типа ствараюць, самі атрымоўваюць там заробак, а людзі там терпяць, ну як ты зробіш? Толькі працэс, толькі імітацыю. Іх там людзей будуць караць, сажаць, ну і там, да, і Пашку пасадзяць, но Пашка выйдзе, і у яго будзе у яго залаты запас. Вось, а у такого умоўнага Колі ці Івані, ці Сярожы нічога не будзе, акрамя праблем. Ну і што? І навошта тады ісці? Ну навошта, калі гэта разумець? І вось гэта разуменне вось толькі зараз, после того, як я уже тут прыехаў і бачу всю гэтую тэму, прикро ми. Ну ось сколько нас тут чалавек? Да, 10 чалавек. Так, дякую за донат. Березовый рай. Сёння 1 мая, у Польши выходные. Вось, мы тут заехали у квартирку у одну, троих. Нас тут приняли. Так. Можешь зачитать? Что? Це треба нам это. Это декларация? Так, это я скажу, что это от Алены Янушковской. Как мне это? Ну, я думаю, что магчыма гэта от нас усіх, але это сырцом еще текст, можно его доработать и, согласовать, что скажем так. Так это текст, это менавіта декларация нашей акции. И потом мы можем рассылать эту декларацию по разных инстанциях ЕС. Зараз я дочитаю. Карацей, ось, сябры. Тут, оказывается, есть декларация нашей акции сегодня. Я вам зараз ее дочитаю. Громадянской супольности. Преамбула. Мы активная частка белорусского народа, представники, якія самопризначена позиціонують себе як представников белорусского народа и громадянской супольности. Гаворка ідзе у прыватнасці аб такіх структурах, як офіс Святланы Ціхановскай, згодныя, Координаційная рада, цалкам згодныя, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, цалкам згодныя, Аб'яднаны пераходны кабінет, цалкам згодны, а таксама звязаныя з імі органы і ініцыятывы. Указаныя структуры не фармаваліся праз адкрытыя, празрыстыя канкурэнтныя працэдуры дэлегавання паўнамоцтвам з удзелам шырокага кола прадстаўнікоў грамадства 100%. Адсутнасць пацверджанага мандата. Указаныя структуры не валодаюць пацверджаным мандатам даверу, атрыманым у выніку празрыстых працэдур, якія дазваляюць верыфікаваць іх прадстаўнічы статус. У адсутнасць такіх працэдур
іх заявы аб прадстаўленні беларускага народа не могуць разглядацца як рэпрэзентацыйныя або агульнаабавязковыя. Закрыты характар прыняцця рашэння. Функцыянаванне указаных структур характарызуецца абмежаванай празрыстасцю працэдур прыняцця рашэнняў і адсутнасцю дастатковай публічнай справаздачнасці, якая дазваляе незалежную праверку іх дзейнасці. Ну, так есть. Ну, не павінна такога быць, каб людзі круцілі нейкімі справамі і не справаздачыліся, да, і атрымоўвалі на гэта фінансаванне ад заходніх партнераў. Вось. Размеркаванне еўрапейскай дапамогі. Асаблівую праблему уяўляе адсутнасць поўнай і публічна даступнай інфармацыі аб крытэрыях размеркавання і выкарыстання еўрапейскай дапамогі, прызначанай для падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці. Так? Prośba, żeby z tymi banerami nie wchodzić do środka. No my już z panem domówiliśmy. No tak, ale tutaj pani, która tu stoi obok, weszła do środka. A. Tu zgromadzenie robisz tutaj, tak? Okej. Nie tam. Okej, przepraszam. Okej. Ну так. Карацей, зрабілі нам за увагу, што з плакатамі дайшлі да сродку. Зараз мы распытаем, што там было. Я зараз зачытаю. Что с плакатами? Ну, нельга было з плакатамі ўваходзіць да сродка. Мяне папярэдзілі, што паколькі я арганізатар акцыі, то я несу адказнасць за ўсіх іх. Вось. Так, адсутнасць празрыстых механізмаў размеркавання рэгулярнай незалежнай праверкі і публічнай справаздачнасці ускладняе аб'ектыўную ацэнку справядлівасці і эфектыўнасці выкарыстання указаных рэсурсаў. Ну да, тут такая же справа, да, што за столькі гадоў не выбудавана зразумелая сістэма дапамогі вообще нікому. А яна рандомная, і менавіта таму наши добродеи, типа Байхелпа, Байсола, которые постоянно рекламовала Светлана Тихановская, их выгнали с Международного гуманитарного фонда за тьмяность, непрозрыстость. Но наша позиция. Мы подтверждаем право на самостойное політычнае дзеянне і прамую адказнасць перад грамадствам. Легітымнае прадстаўніцтва можа грунтавацца выключна пры наяўнасці адкрытых працэдур фармавання публічнай фінансавай справаздачнасці, роўнага доступу да ўдзелу, рэгулярнага пацверджанага даверу, заключнае палажэнне. Дадзеная дэкларацыя адкрытая для палушэння палітычных партый, рухаў і грамадзянскіх ініцыятыў. Дата, месца. Ну, вось такая дэкларацыя. Так яна гучыць. Скажу вам, што я, напрыклад, ввогуле, вот шчыра кажу, не хочу мець ніякага дачынення ні да чаго такога. Я просто хочу быць осветлять падзеі. Я в этом движе больше принимать удел не хочу никогда. Ага, понял, убрал. Тихановская обнагляла. Подходил, да, полицейский ко мне. Так, вот еще тут есть Руслан Хазин. Ось, зараз. Ну, вот не ведаю, что у него запытаться. Я весь раз хотел... Нет, они, короче... Сейчас мы спросим, а что там было у зале? Зараз запытаемся. А скажите, калі ласка, что там было в зале? Что он говорит полицейский? А что было в зале? Он сказал, что нельзя с плакатами заходить. Я сказала, что не заходим, а что в законе не написано, что нельзя с плакатами. Но в законе написано, что ты не имеешь права меня трогать. Ну и забирать, соответственно, плакаты. Ну все. Мы дальше не пошли, они нас не пропустили, мы так подняли плакаты и все. Вы плакаты показывали? Сказала, что акция согласована с правительством Польши и все вопросы к ней. А что на плакатах было написано? Тихановская равно Лукашенко. Это на моем плакате. А у Юли Света «Покажи мандат», по-моему, такой. Ну, они видели, что вы им показывали? Естественно. Да, видели. Полицейский, да? Нет, не полицейский. Охрана. А Тихановская? Да, в зале мы показывали. Показывали в зале? Понятно. Ну вот, как-то так.
Тут, короче, ну сейчас уже людей побольше. Мандаты карная. Так. Независимые блогеры, которые не безразличны тоже. Вот, поэтому У меня есть этот бланк, который с требованием Здрасте. Я Юля. Да, приємно. Нарешті підійшла. Казала Богу про те, що не звернула уваги на Тихановська, вони були підрихтовані морально. Ну, так, так. Ты для КГБ снимаешь или для... Можно. Я от организации, я в партии. Галина Янушковская, БКД, Белорусские крестьянские демократии. Так что вот так. Мы показываем, мы стоим тут 8. У меня плакат, вот это Шепочеркова, потом это люди, мягко скажем, не оправдали. Скажем так, по-другое гэтыя людзі канкрэтна нічога не робяць, каб дапамагчы беларусам, Беларусі, все знішчылі, все страцілі, і нашим імем беларускім яны проста выпрошваюць сабе грошы на сваё хорошее жыццё. Мне сказала Тихановская теперь, когда я запытал, что она готова с вами поразмовлять, а вы хочете сидеть. Навошта яна мне з ней размаўляць, прабачце, яны ўсё зганьбілі, ўсё страцілі. Вон гнаць надо іх, а не размаўляць з імі, разумееце? А почему же з імі можна размаўляць? Это зрадники, это представники Лукашенки, не былые чиновники, а на якія дзейнічаюць і міліцыянты. І вось гэта команда Тихановскай і Латушки. Дякую. Это вось журналист из «Зеркала», походу, брал комментарий. Подходил представитель «Зеркала». Да. Брал интервью. Ось тут. Олесь Диковицкий тут тоже подошел. Вот я вам широ скажу, мне даже и нема такого ніякого ожидания, что у него спросить. Что бы я не спросил, все будет, ну, такое, типа, ведаете, як агрессия, да? Ну, потому что, памятаете, гэты проект «Республика»? Я глядел недавно вторую частку, там, где была Кнырович, этот Михновец, вот, и, блин, 11 дней, 485 просмотров, понимаете? Осень куда-то пошел, ну, музыку слушает там, вот. Не ведаю, широ кажу, да, не ведаю нават, што ў него спрашивать, а чым з ним размаўляць. Жыве ён, колькі тут, шмат гадоў жыве ў Польшы, шмат гадоў працаваў там на Белсаце, но абсалютна адарваны там ад Беларусі чалавек. Потым яго папрасілі, где-то там он там, этот Беларусь Тамароў, робіць там з гэтым са Свердловым, там, где тоже там у іх на сайце 5 чалавек за дзень заходзіць или там за месяц. Ну, ось, памятаеце, был яго пост там, дзе ён абразіўся на тое, што не пусцілі яго да гэтага, да Наўродскага там на Тусач. Вось. Ну і што? Ну, а навошта он там? Там межвидовая борьба, да, там, не ведаю, чего его не пустили, но мне не шкода, абсолютно.
Пиши телефон, пиши почту. На следующий день, я просто предупреждаю, что люди пойдут на суд пойдут. Я Сябры, знаете, что я тут переживаю? Тут уже у Чудиновича какой-то конфликт с одним из этих с участников. Я вообще не знаю. Цікаво, если меня заберут у польских околоток. Да, он там что-то, блин, короче... Закроют. Так. Вот полицейские идут. Здорово. Что-то этот Юра делает какие-то проблемы. Блин, ну уже видишь, полицейские идут. А? Так нет, так он на этого парня... Я не знаю, что-то они там конфликтовали. Кто-нибудь меня спасет, приветствую. Добрый день. Сигаретка есть? Подожди, у меня есть, я не курю, но у меня есть. Ой, Леночка, дай, пожалуйста. Я не просто у меня сегодня забирали экстренно. Подожди, сейчас. Да, я все уже. Да, чуковалась, я стояла. А, да. Так вы просто не регистрировались. Регистрируют все. Ну вот, видите? Вот с этим бородачом он что-то там повздорил, он на него позвал полицию. Не ведаю я, что такое. Ты мне обещал скинуть бланк. Нет, ты мне скинул бланк самой. Так, ну вот Руслан Хазин. Я вот хотел с ним поразмовлять на конт Тихановского, пам'ятаєте? Яны там ему пропоновали 200 тысяч грошей. И как-то, может, уже и не актуально, не ведаю. Можете написать питание, я там задам. Так, какие-то треноги. Так, картинку убрал. Привітання, привітання. Да, дай мне просто у меня такой бланк не скинул. Татьяна, ну что, там началось уже что-нибудь? Первая часть прошла. Что там было на первой части? Хулиганство было. Ну, в каком смысле это самое? Значит, что по распорядку. Вышла госпожа, так сказать, Тихановская, лидерка эта. И люди встали, которые там были, которые подготовили, чтобы сказать, донести до нее, что ее лидером не считают. То есть плакаты там были. Оказалось, я думала, я одна такая дурная. Оказывается, в общем-то, людей, которые смелостью обладают и не побоялись прийти, вот, сейчас скажу, около меня там было 2, короче, человек 4, наверное, может 4, может 5, не знаю, где-то вот в этом районе. И вот люди встали, стояли с плакатами, подготовились. Но люди оборачивались, просили показать плакаты, разные были реакции, но я посмотрела у тех людей, которые вот были нам интересны, ну, то есть не Ромашевский, там вот не вся эта когорта, вот у тех людей был живой интерес и поддержка в глазах, вот это было приятно. А вот сябры Александр Борозенко, и он меня обзывал говноедом у Фейсбуке на своей сторонце. Коли один представник СМІ посилає тобі прямо туди, куди сам ходить, видать. Привітання Мінькову єдності. Стараемся.
такие участки. Попробуем проявить правду сказать всем этим самым. И стану президентом. Те вы на финансирование. За что вы боретесь? Скажите. Белсат – это такое СМИ, которое должно быть неословным, которое должно говорить правду, а не представлять таким проходимцам, как Тихановская, и ейная Латушка, и ейное окружение, и Вечорка, представлять им эфир. И они создали коррупционные схемы, а вы устали на их глазах. Такого не повинно быть, соромно. Постараться. Особо касающихся политики, я столкнулась с журналистом Белсата, который пришел снимать выставку. О выставке было сказано буквально 0. Вы смотрите, да? 0. Просто потому, что это была не та площадка и не тот человек. Да? Да. Неважно, что это была выставка детей-мигрантов, детей-беженцев с Украины и с Беларуси. А выставки написали, не указали адрес, потому что адрес якобы зашкварный, да, в Брянской институции 6. Но там была очень хорошая выставка, которую проводила художник с Азербайджана, тоже беженец. И это была школа. Белсат не посчитал нужным опубликовать, хотя их пригласили. Это было важно именно для детей-беженцев. Скажите, пожалуйста, можно после этого верить? До 20-го, даже до 21-го я очень восхищалась Белсатом, читала, смотрела. Вот. Там был очень интересный проект «Беларусь», который вела Валерина, да? И в разгар этого проекта ее убирают. Показательно, правда? Я рассказываю, человек ваш уходит, потому что это неинтересно, это действительно неинтересно. Я вас снимал, не переживайте. А я хочу так само запытать у Белсата. Конференция белорусов, но там оказались избраны. Вы видели, вы были на конференции, что там люди, там есть места, но люди получили отказ, что нет мест. Это правда? Вот я про конференцию говорю, пожалуйста. А я хочу запытать у Белсата, як активіст з 2020 года, як репресована особа. Чому ви не запрошаєте незалежных блогеров до себе на эфир? Потому что гэтыя люди кажуць правду. Ці вы запрашаете тых, которые тут зрабілі коррупцыйныя схемы и которые оплачивают вашу працу? Для чего вы это робите? Тут стаіць Петрухін, тут стаіць Сергей Нябеглый, тут яшчэ один блогер. Это люди, якія кажуць праўду. Аднак чамусьці вы не хочаце, каб гэта праўда выйшла. Але праўда, яна як расток, як дрэва, яна проб'ецца сквозь асфальт. І людей, которые кажуць праўду, мало, бо у праўды, як обычно, нема свидетелей, а у хлусні іх много. Дякую. Не, видите, падтрымліваюць мяне сябры. Ось, выйшаў Белсат, тут здымаюць, ну, тоже поздымаем их. Движ ідзе. Ось. Ну, я скажу вам, что я уже казаў, я на Белсаце працаваў. Калісьці гэта был, на мой погляд, ну, нармалёвы канал. Нагадаю вам, что яны здымалі проблемы людей на местах, да, то бок у них были журналисты, я у тым ліку, которые ездили по деревням и весям, поднимали проблемы. Этот контент находил вогут у людей, был цікавым. Зараз яны нічога такого не робят, зараз яны просто тупо долучилися до кампании по усхвалению там Тихановской, робят эти все пиары, шмяры, вось. И на пытанне не отказываюсь. Вось гэты Борозенко там обозвал меня там говноедом. Я написал, короче, на Белсат. Ну, просто про уровень кажу. Публично в соцсетке. Мне даже Ковшик там не ответила. И это, у них есть там еще какая-то миссия, там, комиссия по медиатеке. Тоже написали, что это личный Facebook, это типа никого не касается. Вот. Эти люди давно живут в Польше. Что им там до белорусов, я не ведаю.
працюють там собі на інші СМІ. Я думаю, что до белорусов им дела нема, не до репрессованных, не до политвязнів. У них только одно інтерес по осваиванию грантов, які получає Тихановская, але вона получає от ім'я белорусов. І ці гранти розподіляються у тим ліку, и на те СМИ, которые хлущать. Так не повинно быть, что СМИ хлущать. І дякую незалежним блогерам, які доносять правду до людей. Бо правда повинна гучати з уст. Бо ми не за то виходили у 20-му році, щоб зараз організували корупційні схеми і щоб СМИ їм підігрували. А оскорблення, так, це просто низька культура чоловіка, який просто не може бути журналістом. Бо журналіст, він чоловік високої культури, і він несе цю культуру у маси. А коли чоловік згодний на такі оскорблення, ображає других людей, то це вже не журналіст. І просто соромно. Так, добре. Ну ось то пришли СМИ, тут Белсат, Зеркало, крышечку нас поздымали. Снимаем. Еще 15 минут, да? А сколько сейчас? Сейчас 17 минут 12. Да, сябры, хутка конец акции будет. Половину. Да, акция продлится до 11:30, она Да. согласована. Причем скажу вам так, что никто, то есть такого нет такого понятия против. Нет. Все хотят просто-напросто, чтобы была солидарность, чтобы, скажем так, чтобы мы могли четко говорить то, что мы думаем, а не то, что нам навязывает Светлана Тихановская. Каждого, вот вы помните по нашему YouTube-каналу «Небеглый», каждый имеет право голоса. Каждый. Независимо от его вероисповедания, да, спасибо, Сережа. Независимо, каждый имеет право голоса. У каждого есть свое мнение. И каждый имеет право говорить то, что он думает. Получается, а здесь выстроилась система лукашизма 2.0. 2.0, прошу прощения. Есть мнение профессора Тихановской и Павла Ларушко-Свечевской, и другого мнения быть не может. Это неправильно. Этому пора ложить конец. Хватит. Мы уже наелись. 30 лет мы слушаем одно и то же мнение. Может быть, хотя бы в эмиграции мы сможем с вами быть солидарными, что ли. Привет, привет. Спасибо, друзья. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что заходите. Вот. Нам очень приятно. Вот. Наши активисты. Да, Светлана Георгиевна. Верните эти 15 пускай. Повинна уточнять свою сказку. А как она этого не зробила, Польща Тихановская отримала 15 тысяч евро от Купотника и поехала в Литву. Сопровождение, разумеется, осталось 10 минут еще. Организовали коррупционные схемы через фонды прокладки. Яны не представники правительства, яны не робяць ніякіх співпраці, яны не борюцца з Беларусю, яны борюцца за гранты і за тое, каб гэтая грантовая помощь, якую выдзяляе Еўрапейскі Саюз, не дайшла до репрессированных особаў. Яна доходит только до тех, кто продал субсидии и пошел в служение Тихановской и просто площадь. Такого быть не повинно. Есть блогеры, Петрухин, Небеглый и еще один блогер, которые пытаются донести правду до людей. Так само и я хожу правду. Есть Елена Янушковская, которая стоит на стороне правды и пишет правду. Однако тех людей, и они стараются, и они стараются
площадь, яны стараюцца Наводить на вас абражаць, ту яны информацию, велівешчаць которая на нас, принято выдумываюць. Хотя Мы кто на стороне действительно режима, а кто хотим за правду, лучше то тот, видать, добро. Не зато мы Наша цель выходили — у возвращение 2020 там году, как была неизменная Очень Тихановская, многие якая ехали заехала в в Союз и организовала коррупційний схему разумных прокладки. Зрозуміло, гэта, на мою думку, зробила не тільки яна одна. Я уже, пробачте, за 5 годов больше не покажу. 10 минут еще у нас. Гэта зрабіла ўсё яйнае акружэнне. На маю думку, участники і вячорка, і латушка. І яшчэ мне дзіўна, што ў гэта движение попаў група. Як выходзяць люди режиму попасть. Мне так не дзіўна. Мне дзіўна, што Белсара, якія дуже уважаныя людьми, і наши ніби, які йшли за правду, а зараз яны стали такими рішенними людьми, Тихановська, Вячорка, які кажуть тільки те, що їм говорять. І усяк яны глядящих на людей, які наносять. Так, ну что, у Коршунова можно будет взять интервью? Микрофон девчатам. Ну, просто они дублировали то, что говорили. Это женщина в белом, которая с белыми волосами. Настоящих белорусов. Потому что здесь действительно настоящие белорусы. Пускают только те, которые не безразличны, которые хотят Иди. А что ты хотел? не хотят. Потому что те, кто... Вот готовил? Нормально. Не. Думаю, да. Посмотрим. Не знаю. И ветер на нашей стороне. И, знаете, это как одуванчик. Зимуховик, скажем так. Сначала он желтый, потом он становится белый и разлетается всему. Так и правда. Правда, то же самое будет разлетаться. Да, правда. Потому что жило в мешке не утаишь. Так, Сергей, спроси, пожалуйста, по поводу отношения к весне. У кого спросить? Окей. Ну вот я спрошу, у кого? Я вам скажу, что для меня как бы недотикальних. Ну, я насамрэч кажу. Я просто бачу, що питання узникають там і до весни. Ось. І да. Мне так само цікаво про гэтага Захарова, бізнесовца з Новополоцка, чаго яго прызналі палізняволеным. Так можна прызнаць палізняволеным и Машенского, или еще кого-нибудь. Кто кому деньги не отдал, не понял. Привет любителям портков. Так, я там не понял про деньги, ну да ладно. А у кого тут спросить про весну? Я, например, не ведаю. Ну, я могу у Янушковской спросить. Потому что, да, на іх там увогуле много нараканняў, тому что яны тоже не зразумела, по яким критеріям признаюсь, не признаюсь людей. Одних признаюсь, других не признаюсь. Вось. Чому так? То ли там лимиты у них какие-то есть, то ли что. Там же диссидент когось так само почав признавать, тому что весна не признавала. Ну там, да, есть питання. Нема такого, что типа у нормальном свете демократичному там недотикальної до критики. Ні, такого нема. Ха, смотрите, Юра пошел к этому, к Феде. Я поснимаю. Не веду, что там. Можете перейти до стрим до Юры. Ну, это специалист по
по свиньям. Так а что робить? Что робить? Что робить? Каб я ведал, что робить. Ну, он в ogóle таки смешный, взял, послал меня нахуй. Я спросил его, где его бар, а он, ну, у Янушковской, окей, зараз спрошу. Так, я запитаюся. Сударя? День добрий. Так, надо, знаешь, А Денис Урбанович, конечно, мой сябра, мы сколько раз. Зараз запитаємося. Ну и весь час сумочками. Ну, понятно, вот здесь человек... Большая проблема стала после того, как погиб Брестовый. Это вот действительно большая трагедия, потому что ну, Волод был большим авторитетом и мог выстроить и штаб, и полковой, и все остальное, и Брест. Скажи, вот выходили слухи, что их специально послали в такое тяжкое задание? Я в это не верю. Понимаете, Волод, ну там он шел не первый, и шел он на обратном пути. Там есть теория, что специально подложили гранату, но это настолько сложно, что практически невыполнимо. Практически, да? ну, все может быть в этом мире, опять-таки, ну, все имеет место быть. Ну, это очень сложно. А Брест, я тогда был рядом с ним, я тоже просился в эту группу, которая тогда поехала. Но меня не взяли. Сказали, поедете респект. КПК, что вы скажете? Ну, писец. Ужасно. Ну, это ужасно. Ну, очень много разворовывалось. Я против этого бомбил, потом просто ушел. Потому что, ну, блин. Ну, понимаете, это Украина. Там, как бы, Скажи, есть эти вот мы не проблемы в можем целом. никак скинуть эту так называемую лидерку, да, которая себя облатила властью, бессменная лидерка. Здесь сложнее, потому что ее поддерживает вся эта компания во главе с Вечеркой, Лепейской и прочей всей этой компании. А вот скажи, там на месте снять вот этот штаб, и как будет брать, или как избрать, это брали. вот... Никакого звонившего там нет. Слушайте, а вы сказали, что будет до 13:30. до 11:30, он сказал, полицейский. Ні, Ну, я вам говорю. глядите. Не, слушайте, я ж с ними размовлял. Вы понимаете? То бок, ну, я знаю, что до часу 30. Он мне показывал паперу до 11:30. Це помилка, мабуть. Ви зараз, я знаю, Так де отдельно до вас... статьи написал. А? Он мне. Нет. Зараз почекайте, почекайте. Он вас инструктировал. Да. Он же должен был что-то... 11:30. Там было 11:30. Я еще так, я говорю, В ответе... Зараз я шукаю ГТС. потому что треба до його подвести. Ось вони там стоять, потому что уже 11:30 заканчивается. Глядите, ось я вам висилала туди. Конференция. Ну, ё-моё, то... да, 11:30. И все, это уже значит конец. Помилка, значит, не дали на 4 години. Ну, значит, надо уходить уже. Ну, акцию можно развернуть, настоять, нам не заборонено. Да? Я так думаю, брать плакаты. Да. проспекте победителей. Все, То трансляция? Блин, ну надо же было спросить. Я лицо прячу, как бы. Как некультурно. нет, так слушайте, это публичное как бы место, и вы с открытым тваром. Я человека привела познакомиться, видишь, а он еще ждет международную защиту и что, если таможня, потом... Не, ну то есть понятно, что я рассекречен, но как бы такое. Если можно, Нет, лицо смотрите, заблюрить. если хотите, я вас просто вырежу или заблюрю там потом. Вы, ну, можете хотя бы заблюрить. Заблюрю. Да, то есть, ну, меня рассекретило, как бы, понятно, когда еще воевал, там, как бы, это ничего такого, но просто не факт, что не знаю, что я в Варшаве. Поэтому было бы не очень Все, приятно. господарыня Лена, прячьте плакат. Акция закончилась до 11:30. Надо подойти просто сейчас, кто там старше полицейских, просто сказать, что мы можем Подойдите продлить разом. там условно там на час и так далее. Можем вместе подойти, переговорить. Было приятно познакомиться. Ну, Мне нужно... Куда это? Я хотела, может быть, меня... ну уже плакат нужно пока убрать. Или будем еще? За стрим оттуда попробуем. Ну, зачем? Нет, ну мы пошли, подойдем к полиции. То есть в любом случае окончание акции ты тоже должен подойти, и им там на камеру, уже у него камера. это Так, на- все, тогда пойдемте подъем. Сябры, оставляю вас пока сам нас там тут. Приглядите, добро. Я пойду скажу к полиции.
Так, а ви з Сонем? Серега, А, там идешь? ні, я к поліцейським.